Так вот, в чем на самом деле проблема. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Таджикистан продает электроэнергию соседям в ущерб своего населения. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Общественность Таджикистана возмущена недавним сообщением о почти двукратном повышении объема экспорта электроэнергии в текущем году. При этом жители сельских районов республики с середины октября получают электричество в свои дома лишь 7-8 часов в сутки. Многие уверены, что Минэнерго игнорирует нужды собственных граждан, предпочитая удовлетворять запросы иностранных. Если вспомнить аналогичный период 2020-го, то несложно заметить, что тогда тоже кивали на профилактику 3,5 месяца, и официально ограничения ввели только после Нового года, отметил ветеран отрасли Садык Расулов. По его словам, запасов воды в водохранилище Нурекской ГЭС, которая в осенне-зимний период покрывает 75% потребностей в электричестве всей республики, вполне достаточно для обеспечения необходимых поставок внутри страны. А вот экспорт, если он осуществляется до сих пор, может быть гарантирован только за счет собственных потребителей. Основными импортерами нашей электроэнергии являются Узбекистан и Афганистан. С первым все понятно, платят вовремя и по фиксированным ценам. А вот вторые, как известно, влезли во многомиллионные долги перед поставщиками. И когда они будут погашены, никому не известно, пояснил Расулов. Эксперт предположил, что в случае с Афганистаном может иметь место коррупционная составляющая, ведь афганцы предпочитают платить наличкой, прохождение и количество которой трудно отследить. Его оппоненты возражают, что данная тактика вызвана стремлением властей покрепче привязать к себе Кабул для избегания перепон в реализации проекта «Касса-1000», намерение в продолжении которого недавно было высказано официальным Душанбе. Ожидается, что для решения финансового вопроса с поставками электроэнергии в Афганистан будет получена поддержка из других стран. Но какой будет сумма и какими путями она дойдет до Таджикистана, под покровом тайны, и вообще неизвестно, дойдет ли, а таджики будут сидеть без света, пока Афганистан не заплатит. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Помощь афганским таджикам – это очень хорошо, но что сделать с нуждами собственного населения, которые тоже страдают от холода? Вспоминается девиз популярного телесериала «Зима близко». Ведь в некоторых районах Гбао температура по ночам уже опускается до минус 30 мороза. Для отопления своих жилищ сельчанам приходится идти на рынок за углем, стоимость которого на фоне энерголимита моментально подскочила в 1,5-2 раза. Дровами в Таджикистане не топят, лесных массивов республики нет. В лучшем случае используют сухие стебли и ветки хлопчатника, но она перегорает очень быстро. Есть местный аналог угля – топак, высушенные на стенах домов лепешки из навоза, смешанного с соломой, но и он подорожал. Да и уголь местный, прямо сказать, невысокого качества, быстро горит, жара дает немного. Кроме того, уголь не самый экологичный вид топлива, а ведь совсем недавно глава Минпрома республики во всеуслышание заявил о приверженности Таджикистана развивать зеленую энергетику. Удивительно, но очень вовремя появился рейтинг одного малоизвестного британского агентства, которое сравнило тарифы электроэнергии по всему миру. Таджикистан в этом списке оказался на 6-м месте с дешевым электричеством в $0,023 за киловатт в час. Большинство экономистов дружно высмеяли объективность подсчетов составителей списка, взявших за точку отчета некий усредненный тариф без привязки к другим показателям, таким, например, как уровень зарплаты в стране. И если цены за киловатт действительно варьируются в районе нескольких центов, то счета за электричество зимой варьируются от 150 до 450 самани в месяц. И при этом средней зарплате в $147, около 1600 самани. Я работаю медсестрой в районной больнице, получаю 340 самани в месяц. Электричество дома экономим, как можем, и все равно не меньше 100 самани зимой вынуждены платить, говорит жительница Вахдата Зульфия Халова. И таких историй по стране сотни тысяч. Но хуже всех приходится пенсионерам и инвалидам. Для них есть определенные льготы, но только для фиксированного объема потребления электроэнергии. Так что, когда Барки-Тачик жалуются на постоянный недобор платежей от населения, причина банальна. У людей просто нет денег. Есть категория граждан, достаточно самостоятельных для оплаты электричества. Это предпринимателей. Но и они страдают уже от постоянных перебоев с подачей света. Многие из-за этой нестабильности вынуждены
вынуждены сворачивать свой бизнес, нежели нести постоянные убытки или переходить на сезонный вариант, отправляя сотрудников в неоплачиваемый отпуск до лучших времен. А ведь президент Таджикистана Эмомали Рахмон давно поручил ответственным чиновникам покончить с практикой ведения энерголимита и обеспечить круглосуточное электричеством всех жителей республики без исключения. Пока данное указание главы государства профильным ведомствам выполнить, увы, не удается. Интересно, а зарубежные потребители довольны нашим электричеством? Вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!